Немецкие военнослужащие присоединились к реализации польской программы «Восточный щит», направленной на укрепление оборонной инфраструктуры НАТО. Об этом в социальной сети X сообщил Министерство национальной обороны Польши. В ведомстве отметили, что эти меры являются ответом на изменение обстановки в сфере безопасности после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Ну и опасения подкрепляют и разведданные. Комитет правительства Польши по вопросам национальной безопасности рассмотрел сценарий возможной российской операции под чужим флагом с использованием беспилотников с украинской маркировкой. Об этом сообщает РМФ-24. Как сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, Россия может попытаться применить такие дроны против Польши, стран Балтии, Финляндии или Румынии. На заседании также обсудили другие гибридные угрозы, включая и подавление GPS-сигнала и акты диверсий. Мы уже сталкивались с провокациями с использованием дронов, поэтому видели, на что способна Российская Федерация. Именно поэтому наша бдительность и понимание того, что такие действия могут иметь место, являются важным элементом нашей безопасности. Под угрозой подобных операций могут оказаться Польша, страны Балтии, Финляндия или Румыния. Значительная часть сегодняшнего заседания была посвящена ситуации в Украине. Всем, кто считает, что Украине не нужно помогать в борьбе с Россией, хочу напомнить. Только за прошедшую неделю Россия инициировала 904 боевых столкновения. Это воздушные удары, применение крылатых, планирующих и баллистических ракет в наибольшем объеме с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши. И к нашему эфиру сейчас уже готов присоединиться Павел Гавличек, сотрудник исследовательского центра Ассоциации по международным вопросам Чехия. Павел, доброе утро. Рада приветствовать вас в прямом эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый день. Павел, ну давайте будем разбираться. Действительно, вот на фоне вот этих вот непрекращающихся угроз со стороны Российской Федерации, прежде всего для государств, конечно же, восточного фланга Европейского Союза, восточного фланга НАТО, в целом европейского континента, да и Центральной Европы тоже, когда растет угроза и гибридных угроз, и кибершпионажа, собственно говоря, и прямой агрессии к одной из государств Европы, этого тоже нельзя снимать со счетов. Вот в этих вот условиях европейские страны, конечно же, усиливают свое сотрудничество в сфере безопасности. Вновь актуальна тема вот этого восточного щита. Но на самом деле я первый вопрос, пожалуй, вам задам вот какой. А как к этому относятся граждане вашей конкретно страны? Что думают люди по поводу этого? Насколько, по их мнению, реальна угроза от когда-то, в общем-то, достаточно дружественной страны по отношению к той же Чехии, например? А сейчас все так сильно изменилось. Что говорят? Спасибо вам большое за вопрос. Я так думаю, что чехи очень критически относятся к тому, что происходит не только в Украине, что касается российской агрессии, но тоже, конечно, что касается российских гибридных угроз для нашего общества, для нашего государства. Мы были одними из первых, которые могли почувствовать, что это значит. Я имею в виду, смотря на атаки в городку Врбетице, где российские спецслужбы, именно ГРУ, атаковали на склады оружия, которые должны отъехать в Украину. Значит, чешское общество очень хорошо знает, что это значит. Люди готовятся, происходит активная подготовка на уровне гражданского общества, на уровне общественной дискуссии. Не всегда, к сожалению, органы власти к этому подходят очень активно сейчас, но мы видим, что есть, конечно, координация в рамках ЕС, в рамках Евросоюза, в рамках НАТО, и на разных уровнях, конечно, люди чувствуют, что что-то происходит, и надо готовиться. Это тоже можно посмотреть в
в сондажах, которые произошли, например, не так давно назад для медиа Politico, где большинство чешского общества, но тоже других европейских стран должно высказаться на тему, если их общество, их правительство, их государство готово сталкиваться с такими угрозами. И большинство обществ в Европе подсказало, что нет, сами просто не сможем себе помочь. Надо в кооперации даже с Украиной, даже с другими европейскими странами вместе готовиться на то, что может происходить. Вот интересно еще узнать ваше мнение о том, что Беларусь не фиксирует признаков подготовки агрессивных действий со стороны Украины и считает ситуацию на границе стабильной. Об этом, по крайней мере, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хоренин и сообщает издание «Белта». Вот, по словам Хоренина, Минск также не наблюдает повышенной активности стран НАТО и не видит признаков подготовки к нападению. При этом Беларусь сохраняет военное присутствие на южной границе и продолжает подготовку подразделений в плановом режиме. Как вы вообще оцениваете такие интересные, скажем, заявления? Ведь, очевидно, что Украина ничего не готовит, но вдруг, решили Лукашенко заявить о том, что они видят, что ничего не готовят. Видите ли вы в этом какой-то подвох? К чему вообще подобные заявления? И насколько вы сейчас видите Беларусь как тоже элемент российской гибридной войны, пусть сейчас, и, скажем, непосредственно белорусы там с территории Беларуси с автоматами не пересекают границу Украины, но тем не менее мы очень часто говорим о том, что все-таки это большая часть российской гибридной войны. Я с этим полностью согласен. Конечно, с českой точки зрения Беларусь стоит чуть-чуть посторонне, поскольку для нас по сравнению с Польшей, либо с Литвой, Латвией, не соседняя страна, значит, Беларусь играет отдельную роль в этом смысле, но, как вы говорили, конечно, это все очень близко связано, и Беларусь очень активно выступает именно в отношениях с соседними странами, как Польша, Литва, либо Латвия. Мы видим, что это часть российской гибридной войны. Мы видели это уже с 2021 года, когда вот уже произошла вся эта инструментализация миграции. Сейчас именно это очень важную роль играет в отношении Украины. Конечно, мы видим, что вот эти эскалации периодически появляются, и мы видим, что есть, конечно, угроза про Украину, для Украины. Это очень серьезный проблем, и мы видим, что надо на лукашенковский режим в Минске давить, надо, конечно, очень строго отреагировать на их попытки либо давить на Украину, либо потом, например, инструментализировать миграцию в отношении европейских стран, именно в ЕС, я имею в виду. Значит, есть очень важно и есть интерес к этому, но с моей точки зрения можно чуть-чуть с этим работать и через Минск как-то давить на Москву, поскольку просто мы видим, как много Минск зависит от того, что в пользу в Москве, что Москва хочет, но с другой стороны просто есть очень много элементов зависимости, например, в сфере экономики, и с этим можно работать в другую сторону, так скажу. Павел, ну вот действительно, это только лишь ведь одна часть работы, вот давление через Минск на Москву или напрямую на Москву. Безусловно, вторая часть работы, это вот, например, то, с чего мы начинали этот блог и рассказывали нашим зрителям о том, что немецкие военные присоединяются к инициативе «Восточный щит».
В Чехии, вот, например, в частности, да, подготовили законопроект, который позволит эффективнее защищать объекты критической инфраструктуры, ну вот от тех же беспилотников. Об этом сообщило ваше Министерство внутренних дел. Документ этот прежде всего предусматривает создание зон так называемой повышенной защиты, где при определенных условиях можно будет обезвреживать несанкционированно появившиеся там дроны. Но как вам кажется, на самом-то деле... Вот сейчас это только законопроект, он пройдет все процедуры, после этого будет принятие, и только после этого он заработает. Не поздно ли? Не затягивается ли весь процесс? Ведь все это должно было быть, ну, в лучшем случае, вчера. Что должны сделать на самом-то деле европейские государства, не только Чехия, для того, чтобы быть готовыми вот к этой потенциально возможной агрессии со стороны страны-террориста? Я с вами полностью согласен, надо готовиться очень скоро. Только объясню, что к чему произошло вчера. Это была только методическая часть законопроекта, который уже вступил в силу, легислатива, которая касается критической инфраструктуры и ведения сил и мер, конкретных мер в рамках кризиса. Значит, есть уже законопроект, который вступил в силу, но нам надо было дополнить, которые конкретные субъекты, которые, например, конкретные зоны, как вы уже об этом говорил, входит в эту систему, где возможно, например, уже физически ликвидировать вот эти дроны. У нас, например, две атомные электростанции, где, конечно, надо использовать такие меры. И только вчера, кстати, мы узнали, что, конечно, этих объектов, этих конкретных зон, это будет касаться. Значит, это был уже другой шаг. Я с вами полностью согласен, что надо готовиться. Уже вчера было поздно, так скажу, но в этом конкретном случае это было уже вот следующий шаг, который уже конкретным субъектам энергетической и других типов инфраструктуры объявил, которые в этом смысле, например, входят в эту систему. Интересно в этом сфере может быть по сравнению с Украиной, фирмы военного комплекса не в конце входили в эту систему. Это было очень долго дискутирование решения, если их там вместить, либо нет, если на них рассчитать, либо нет. У нас были случаи, когда произошли атаки на их инфраструктуру, на их конкретные проведения, но в конце концов они, например, не входили в эту систему. Значит, это очень важная тема, которая сейчас в дискуссии в разных европейских странах. В Чехии мы уже дошли не до конца, но очень далеко, так скажу. Сейчас уже будет конкретные следующие шаги происходят, которые нам покажут, как эффективно эта система будет работать. У нас есть все информации, так скажу, правительство только вчера решило, либо позавчера уже решило, которые конкретные субъекты будут входить в эту систему, и мы можем очень активно уже выступать в этом смысле. И конкретные операторы вот этих критических инфраструктур могут уже готовиться к разным типам ситуаций. Путин не остановится на войне только против Украины. В этом уверен советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Freedom. Кремль готовит провокации в различных странах, чтобы запугать партнеров Киева, отметил Подоляк. Давайте услышим мнение и обсудим. В той же Литве, понимая это, начинают усиливать защиту там, определенных объектов, там, транзитных объектов, транзитивных объектов, логистических, энергетических объектов и так далее. Так вот, смотрите, на фоне войны почему нельзя отправить диверсионную группу и подорвать?
То есть это на фоне того количества безумных военных преступлений, еще одно преступление, никакой ответственности для России, если она не проигрывает войну, не будет. Да? То есть почему им не взрывать те или иные инфраструктурные объекты? Я не сомневаюсь ни на миг, что Путин по этому пути тоже и пойдет. Для него, еще раз подчеркиваю, война — это способ отображения той реальности, в которой он находится, и того влияния России, как он его представляет. Насколько вы оцениваете готовность стран Европы, стран НАТО противостоять вот этому, скажем, более масштабному плану Путина, переходить уже с гибридных войн, да, к какому-то более захватническому виду, и насколько общество также, интересно, понимает все масштабы, да, этой опасности, которая может исходить из Российской Федерации, что к этому, безусловно, нужно готовиться? По-моему, страны ЕС и НАТО, которые находятся на восточной флаге обух альянсов, очень хорошо понимают. Это страны, которые уже принимают конкретные легислативные меры, повышают свои расходы на оборону и безопасность. Мы видим, что они очень активно готовятся. Конкретный пример, например, Польша, которая уже сейчас спендирует, потрачает более 4% на оборону и безопасность. Мы видим, что другие, например, страны, балтийские страны, страны Прибалтики уже потратили очень высокие деньги на то, что надо готовиться к тому. Значит, мы уже видим конкретные меры, конкретные расходы, которые идут в эту сторону. Но с другой стороны, что отметил господин Подоляк, это тоже правда, что очень низко понизила уровень расходов на то, что может очень негативно повлиять на критическую инфраструктуру. Значит, можно заплатить, либо даже не заплатить 1000 евро и зарекрутировать какого-то агента в нашей ситуации, например, раньше из Колумбии, который уже у него были конкретные планы поджигания в одним случае автобусы в столице в Праге, в другом случае это было в Польше, уже конкретные объекты, например, связанные с критической инфраструктурой, логистикой и так далее. Значит, это не стоит очень дорого, и мы видим, что это может очень негативно и очень радикально повлиять на даже распространение электроэнергии, либо других коммунальных услуг и так далее. Мы видим, что очень это негативно развивается, поскольку мы видим, что очень низко стоит и очень дорого потом решить все последствия таких уже конкретных атак. Значит, мы видим, что это очень негативно, и вот эти ножи очень широко расходятся, значит, в этом смысле. Но с другой стороны, мы видим, что, например, органы власти в Чехии и в других странах ЕС, НАТО уже хорошо понимают ситуацию, и они уделяют очень много средств и внутренних ресурсов, чтобы отреагировать на такие ситуации. В Чехии уже активно, например, выступает в этом смысле česká полиция, либо очень активно выступают операторы этих инфраструктур, как мы о том говорили. Все знают, что у нас есть такая так называемая система single point of failure, значит, вот эти критические
пункты, которые, если будут у них проблемы, то очень негативно повлияют на всю сеть в некоторых секторах, включая энергетику. И этим single point of entry уделяется очень много времени и ресурсов, чтобы их активно защищать. Павел, спасибо огромное, что вы нашли возможность присоединиться сегодня к нашему прямому эфиру. Павел Гавличек, сотрудник исследовательского центра Ассоциации по международным вопросам Чехия, был гостем прямого эфира на телеканале Freedom.